Международный паралимпийский комитет завершил перепроверку допинг-проб спортсменов-участников Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере. Среди подвергнутых проверке и лыжники из Коми. Как подчеркивается, повторный анализ проводился с помощью новых улучшенных методов и не выявил каких-либо запрещенных веществ. Однако, как заявили в исполкоме Паралимпийского комитета России, уже вовсю начались новые проверки в отношении тех, кто уже поехал на Паралимпиаду в Пхенчхан. Отметим, от Коми приглашение побороться за медали получила только Маша Иовлева. А вот Иван Голубков, как и вся мужская лыжная сборная, увы, остались дома. Такие действия в отношении последнего, к слову, многие эксперты называют полнейшей несправедливостью. В этом сезоне он завоевал медали на всех мировых дистанциях и стал таким образом сильнейшим спортсменом-инвалидом планеты. Как поясняется, причина неучастия – отсутствие квот. Квот, к сожалению, не осталось в лыжном конкобиатлоне мужчин. Это не только ситуация сейчас в Корее. Такая же ситуация была и в Турине, и в Ванкувере, и в Сочи. Как правило, огромное количество спортсменов-мужчин участвует в лыжном конкобиатлоне. Там самая большая конкуренция. И, как правило, всегда квоты все заняты. Тут такая ситуация и сложилась и здесь, перед Паралимпийскими играми в Корее. Напомним, на Паралимпиаде в канадском Ванкувере сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. В играх 2018 в Южной Корее, которые стартуют в эту пятницу, в качестве нейтральных атлетов выступят 30 представителей нашей страны.